Аневризма или жизнь. В Уфе показали новую технологию лечения сосудов брюшной аорты. В Республиканском кардиоцентре прошел мастер-класс для хирургов из других регионов страны. В столице Башкортостана операции по эндопротезированию брюшного отдела аорты проводят уже 7 лет. Сейчас внедрили новый метод. Это позволило расширить список пациентов, которые поддаются лечению. Подробности расскажет Лилия Курбанова. Вот здесь у пациента находится аневризма, ее не видно, потому что она в себе имеет так называемый тромб. Хирурги должны устранить аневризму аорты, иначе разрыв сосуда и смерть пациента. Этот диагноз ставили известному журналисту Сергею Доренко. Он погиб внезапно 9 мая за рулем мотоцикла. Позже врачи говорили, своевременная операция, возможно, спасла бы корреспондента. В области верхнего конца стенграфта фиксируем, видите, в виде спирали прокручиваем стенку аорты и сам стенграфт, и тем самым это препятствует смещению протеза в послеоперационном периоде. На операционном столе мужчина с высоким уровнем холестерина, давлением и сахарным диабетом. Все это провоцирует атеросклероз, а это, в свою очередь, является причиной расширения аорты. В Уфе эндопротезированием занимаются уже 7 лет. За это время в кардиоцентре прооперировали 100 человек. Вот это устройство помещают в брюшную полость. Нововведение в том, что сейчас оно крепится с помощью маленьких шурупов. Здесь вот 6 отметок, которые видны на рентгене. Это позволяет врачам брать пациентов, которым раньше приходилось отказывать в лечении. Сегодня врачи провели 4-ю такую операцию. Перенять опыт уфимских коллег приехали хирурги из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово и Казани. Значит, речь идет о малоинвазивных технологиях, и в большинстве случаев проблемы, которые сейчас мы можем решать малоинвазивно, эндоваскулярно, они решались при помощи открытой хирургии. Поэтому пациент при открытой хирургии, несомненно, получает большую травму, это большая реабилитация. Болезнь проходит почти незаметно. Как правило, пациенты с аневризмой аорты обращаются к специалистам уже на последних стадиях. В плановом режиме врачи выявляют патологию редко. Проводим семинары и очень много рассказываем в участковой службе врачам, терапевтам о том, как происходит развитие аневризмы аорты. Нам очень важно, чтобы именно терапевт обратил внимание на пациента и выявил эту патологию до того момента, когда разовьются осложнения. Заболевание генетическое. В группе риска так называемые наследники этой патологии – люди старше 50, страдающие атеросклерозом и гипертонией, а также спортсмены, тяжелоатлеты. Медики рекомендуют ежегодно делать УЗИ аорты и при появлении боли в груди обращаться к врачам. Без профилактики придется ложиться под нож хирурга, и это в лучшем случае. Аневризма может сработать как бомба замедленного действия. И никакой сапер в белом халате уже не поможет. Лилия Курбанова, Ильнур Юмагулов, Владимир Шевчук. Новости Уфа.